Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Командир пограничников в Гарабагазе, в Балканском вилаяте, полковник воинской части номер 2110 Азат Алмазов не дает местным рыбакам нормально жить и трудиться. Вместо того, чтобы охранять газграницу, Алмазов вымогает у рыбаков деньги и всячески их преследует. Согласно закону, рыбаки должны получать разрешение на вылов любой рыбы, кроме красной, запрещенной к вылову. Разрешение на один световой день с 8 часов утра и до 6 вечера стоит рыбаку 10 манатов. Но полученное официальное разрешение – это мелочь в сравнении с аппетитами Алмазова. Он вместе со своими подчиненными патрулирует море на катере, и если рыбацкая лодка попалась ему на глаза, можно не ждать ничего хорошего. Пограничники отнимают у рыбаков деньги, улов, а если того и другого нет, могут забрать канистры с бензином, лишая их таким образом возможности следовать дальше к месту лова. Размер взяток, благодаря которым Алмазов оставляет рыбаков в покое, может быть разным. В зависимости от количества денег, отношение полковника становится более или менее мягким. А лучшие условия создаются для тех, кто платит по-крупному. Не 10 манатов в день, а 10 тысяч в месяц. Это изначально непростые люди. Без нужных знакомств передать Алмазову такую сумму не получится. Но если получилось, то лодки допускаются на лучшие места у самой морской границы с Казахстаном. Там за день можно выловить и 50, и 100 килограммов рыбы ценных пород, то есть ту самую красную рыбу, которая охраняется законом. Ее затем продают по 200 манатов за килограмм. Таким образом, за 3-4 дня сумму взятки можно многократно компенсировать. На тех же королевских условиях рыбалкой занимаются и сами пограничники. Для этого они используют служебные катера, а заодно прогоняют с элитных мест обычных рыбаков, которые ничего никому не заплатили. Простые смертные вообще надеются лишь на одно – не встретить Алмазова в море. Полковник постоянно выдумывает для них новые ограничения. Например, он начал взимать штрафы за буксировку сломавшихся катеров к берегу. Не хочешь бросить товарищей в беде? Плати. Иногда Алмазов отнимает у рыбаков документы, а через 2-3 дня подсылает к владельцу посредников с предложением отдать за бумаги 2-3 красные рыбины. Как минимум один раз что-то пошло не так, и Алмазов, рассердившись, порвал документы на глазах у владельцев. Его неадекватное поведение объясняется тем, что он часто выходит в море нетрезвым. Многие из придирок к рыбакам – это попросту его пьяный кураж. При этом полковник уверен в том, что в Гарабагазе никто его не тронет. Он напрямую говорит рыбакам, мол, они могут жаловаться кому угодно, тут бог и царь он. На днях источники Туркмен Ньюс сообщали о массовом увольнении офицеров из воинских частей Туркменистана. Зарплата в 3-4 тысячи манатов, немалая по туркменским меркам, перестала компенсировать в их глазах все тяготы службы. Им приходится постоянно находиться в части, им не выдают положенное по закону жилье. Но, конечно, все эти проблемы не касаются офицеров, которые умеют, в кавычках, вертеться. Это касается и Минобороны, и пограничной службы, и любых других силовых ведомств. Получая по 10 тысяч манатов с рыбака, нетрудно обеспечить себя, и родных, и жильем, и всеми другими благами. Жаль, что это не имеет никакого отношения к защите государства. Фактически, пограничники превратились в рекетиров, работающих исключительно на собственный карман и куражащихся над мирными гражданами. Жизнь рыбаков в Гарабагазе давно уже тяжела. Так, летом прошлого года море в окрестностях города отгородили траншеями и колючей проволокой, чтобы местные жители не могли свободно перегружать рыбу с лодок на машины. В 2020-2021 годах рыбалка в Балканском вилаяте вообще была запрещена в связи с пандемией COVID-19, хотя непонятно, какое отношение рыба имеет к коронавирусу. При этом для многих жителей Гарабагаза ловля рыбы является единственным доступным способом обеспечить свои семьи. В результате период запрета стал временем расцвета коррупции. У рыбаков массово вымогали взятки просто за выход в море. Но и сейчас, как можно видеть из вышеизложенного, контролирующие органы не бедствуют. У вас имеется интересная новость, и вы хотите ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.